Уважаемые гости сегодняшней пресс-конференции, которая посвящена польскому экстремальному проекту «Освоение мороза» или «Освоение холода». Разрешите для начала представить команду проекта, руководитель Вавшинец Куц, спортсмены экстремалы Валерьян Романовский, велосипедист-экстремал, и инструктор по выживанию Петр Марчевский. Медицинское сопровождение команды обеспечивала группа профессиональных спасателей Medic Rescue Team, Мартин Бленский, Томаш и Малгожата Кутыцки. Проект освоения холода начался в 2017 году, когда Вавшинец Куц и Валерьян Романовский впервые посетили Якутию. Они были в Аймеконе на полюсе холода, где Валерьян совершил свой первый 48-часовой безостановочный велопробег недалеко от окрестностей деревни Аймекона. В течение следующих 3 лет, до 2020 года, команда проекта готовилась к прохождению маршрута Аймекон-Якутск на велосипеде Валерьяном Романовским и пешим ходом Петром Марчевским. Главная особенность проекта заключалась в том, что ребята во время всего своего пути должны были обходиться без горячей еды и воды, при этом ночуя под открытым небом. То есть они должны были использовать только тепло своего собственного тела. За время подготовки в Польше команда установила несколько рекордов, в том числе 2 рекорда Гиннесса. Первый — это самая длинная езда на велосипеде при температуре минус 100 градусов. Это в барокамере было устроено, да, в искусственных условиях. И второй рекорд — это 13-часовое эстафетное моржевание с группой из 5 человек. Проект «Освоение холода 2020» начался 26 января и завершился 29 января. Сейчас, перед тем, как мы перейдем к вопросам, прошу внимания на экран, и мы подготовили небольшую видеопрезентацию проекта. Спасибо. Celem było samotne spędzenie nocy i celem było samotne przeżywanie natury i obcowanie z nią bez żadnego uszczerbku na zdrowiu i bez dostarczenia do organizmu ciepła zewnętrznego. A jak będzie zimno, to też się nic nie stanie. W końcu to ja kupię. A wy знаете, jaka temperatura? 57. Температура. 57. О! Хорошо. Pokażę wam, jak się je na takim mrozie. Tak kuszać. To możemy. Trzeba wziąć zęby, bo inaczej się przyklei. Dobra. Zaraz. Pizdu. Pękło. Trudno. Idziemy z psakiem.
Jesteśmy już drugi raz w Jakucji, ale ciągle Jakucja mnie zaskakuje swoim ogromem tych przestrzeni pustych. Przyroda jest naprawdę piękna i wiadomo, to zimno, mróz, który nas zadziwia oraz w jaki sposób oddziałuje na organizm. Jak byłem już zmęczony, wiadomo, że teren jest bardzo falisty, więc po każdym odcinku widziałem, że jest jakaś górka, zakręt, więc ciekawość spowodowała, że jechałem dalej, ponieważ byłem ciekaw, co jest za zakrętem albo za kilka kilometrów. O, jest i on. Powolutku, ale do przodu. No jak jest? Jak jest, przyjacielu? No, ciężko. Ciężko? Mi się wydaje, że ja muszę bardzo dużo pić. Итак, если уже есть у кого-то вопросы, то прошу. Так, ну тогда давайте начну я пока. Вавженец, ну, вопрос к вам, к Валерьяну, может быть, тут еще дополнит. Вообще, как и когда появилась идея проекта освоения холода? И какой вопрос был? Вопрос был, как и когда появилась идея проекта освоения холода? Мы первый раз были с Вавжиком в 2017 году, как подруга говорила, в Аймеконе, и нам этот мороз так понравился, что мы решили продлить этот проект, и поэтому повстал проект несколько годовой. И в этом проекте мы подготавливались, чтобы еще раз сюда приехать, подготавливались в Польше. Мы там имеем разные камеры в Польше, и мы заказали в такой одной камере большой, которая даже побольше, как эта комната. И мы жили, например, 100 часов в температуре минус 50, и там мы учили, что кушать, как кушать, или есть возможность кушать замороженные продукты, или есть возможность спать в таких условиях. Тоже я тестировал контактные линзы, потому что в очках тоже нет возможности ехать. И там мы с Петром жили, тоже мы тестировали, как переодеться в таких условиях, как на дворе минус 50 или минус 60 градусов. Мы в камере раздевались, одевали новую одежду сухую. Ну, и так мы все протестировали перед тем, как сюда приехали. Тоже мы установили несколько рекордов Гиннесса. Один рекорд был такой, что это была самая длинная езда на велосипеде в температуре минус 100 градусов. Но после 3 часов мы решили, что минус 100 не так холодно, и мы понизили температуру до минус 164. И так мы провели с Петром в камере 8 часов. Я ехал на велосипеде, а Петр шел пешком. Конечно, в одном месте. Пожалуйста. Ну, главный вопрос такой, а зачем все это? То есть есть какой-то научный интерес, есть, ну, кроме рекордов, конечно, да? Какие другие практические цели есть? Ну, ответить на какие-то вопросы или написать какой-то научный труд или что-то такое? Это очень хороший вопрос. Как мы всегда говорим, что рекорды – это такой эффект, который выходит так как бы случайно. Потому что в наших проектах тоже имеется научный подход. И с нами работает несколько учреждений высших,
в которых мы анализируем, как действует холод на человеческий организм. В той камере, где мы жили, мы были первые люди, которые вошли в эту камеру жить. Потому что эта камера была предназначена для тестирования оборудования, а мы там вошли. После нас начали там тестировать медики разные варианты в холоде, więc как бы мы уже показали, что это возможно. Тоже мы имеем разные школы. Петр имеет школу проживания и учит людей выживать в таких условиях, что надо делать. Więc это передаем сразу обыкновенным людям. Я тоже имею школы, которые учат моржевание, показываем, что можно иметь контакт с холодом, и не всегда этот холод должен нам вредить. Как видите, мы это переносим на такую обыкновенную жизнь и показываем, как надо, как мы говорим, разговаривать с холодом. Я еще добавлю, во время этой поездки мы тоже вели научные тесты, регистрировали температуру Валериана, у него было 3 градусника на теле, микроградусники, которые регистрировали температуру через всю поездку. Мы везем сейчас эти градусники в Польшу, там будем их рассчитывать. Тоже по психологическим тестам хотел еще чуть-чуть рассказать. У нас была аппаратура для тестов. После каждой остановки мы хотели зарегистрировать, какое... Помогите, пожалуйста. Какое у меня состояние, как я быстро реагирую, więc каждые несколько часов я мол такой психологический тест. И тоже я хотел бы вспомнить о наших медиках. Конечно, для них это тоже очень большая школа такой науки, потому что они в таких условиях могли протестировать и свое оборудование, и лекарства. А как мы знаем, в такой мороз очень сложно даже удержать лекарство в конкретной температуре, потому что это все замерзает. Также вот, Вавженец, я знаю, что вы сотрудничаете с польскими институтами, да? Можно об этом рассказать? Да, главными партнерами нашего проекта есть Политехнический институт в Кракове, который нам дал возможность тестировать, и продолжать 3 раза тесты в камере климатической, которая им принадлежит. Мы тоже имеем сотрудничество с Краковским физкультурным институтом, тоже второй главный партнер нашего проекта. Спасибо. Еще есть у кого-нибудь вопросы? Извините, микрофон, пожалуйста. Так как у нас идет прямая трансляция, и нужно обязательно говорить в микрофон, чтобы было слышно также зрителям. Меня интересует, вот по телевизору показали, что он там ест. Это сырое мясо, я так понимаю, да? Ну вот, мужчина там. Петр там ел сырое мясо, замороженное, тоже мы ели сало замороженное. Мы там ели разные продукты, так и жирные, так и углеводы, смотря в какой момент мы потребовали какую энергию. Это зависело, что мы ели. И еще хочу спросить, вот на велосипеде кто-то вот ехал, сколько километров вы прошли, не подвел ли вас велосипед, там, приходилось ли менять там, колеса, я не знаю. И вот насчет одежды, насколько она оказалась выносливой, там, я не знаю. Конечно, в таких температурах вся оборудование ломается, такие как и велосипеды, и электроника, и поэтому мы считали в основном на себя, на человеческий фактор, потому мы считаем, что человек более устойчив, как и другие оборудования.
Если идет о одежду, мы имели с Петром пуховые комбинезоны, это пух гусиный, и под комбинезоном мы имели только один слой одежды термической. Был еще вопрос, сколько проехали? Мы сначала считали, что я в состоянии проехать от 150 до 200 километров в сутки, потому что я летом проезжаю так до 400. Но это не оправдалось, потому что в таких условиях, как температура была даже 60 градусов, я был в состоянии проехать около 100 километров. Это был максимум. Но в нашем проекте основной цель была проанализировать, или есть возможность иметь физическую нагрузку в таких условиях и одновременно отдыхая в тех условиях. И мы имели в своем распорядке 5 суток, и поэтому мы после 4 суток окончили проект, и потом еще имели 1 сутку, чтобы вернуться в Якутск. Также Валерьян переехал 361 километров в этом проекте. 361. А Петр? 160. Петр пешком прошел 151 километров в 4 сутки тоже. Где было комфортнее, в барокамере холода или на природе? Может, так сделаем, что Петр ответит на этот вопрос, только я буду переводить. Oni pytają, gdzie było bardziej komfortowo, czy w komorach, w których mieszkaliśmy, robiliśmy rekord, czy w tych warunkach naturalnych, które mieliśmy tutaj w Jakucji. Ty będziesz tłumaczył. Tak, tylko krótkie zdanie. Zdecydowanie trudniej było tutaj. No, конечно, здесь было сложнее. Z tego względu, że oprócz tych warunków temperaturowych doszły jeszcze takie elementy jak wiatr, jak głęboki śnieg. Потому что кроме температуры здесь был еще ветер и тоже глубокий снег. Dodatkowo doszło jeszcze zmęczenie i odwodnienie, którego nie testowaliśmy i pierwszy raz z tym się spotkaliśmy. И в этих условиях усталость была побольше, и тоже большой проблемой была утрата жидкости, которую мы не имели здесь, так как и в камерах. Ja walczyłem przez kilka dni z tym odwodnieniem. Udało mi się w końcu tą wodę wydobyć ze śniegu, natomiast było jej za mało, żeby nawodnić się w takiej ilości, jak należy. Петр несколько суток сражался с этими условиями, и в конце ему удалось произвести из снега небольшое количество воды, но это было слишком мало. Dlatego też ten wynik jest taki, jaki jest, bo normalnie jestem w stanie bez żadnego problemu przejść 50 km na dobę, a tu maksymalnie 30 byłem w stanie przejść przez te pierwsze 3 doby. Ну и поэтому такой результат, что Петр проходил около 30 километров вместе, скажем, 60, которые он нормально проходит пешком. Dlatego w ostatniej dobie eksperymentu postanowiłem rzeczywiście sprawdzić, dlaczego tak się wydarzyło i nawodniony już ruszyłem bez sań i przeszedłem zdecydowanie więcej, tą 68 km. В последние сутки Петр решил посмотреть, как это выглядит, если имеет достаточное количество воды, и тогда он прошел, имея на себе только рюкзак вместо сань, который тащил, и тогда прошел 68 километров. Chyba w 15 godzin, tak to było? Так, в 15 часов. Tyle. Так, у меня такой вопрос. Что было самым сложным для вас на этом пути? И, ну, вот можно, чтобы каждый ответил, что для него было сложным в этой поездке. Osobiście dla mnie najtrudniejsze było zaakceptowanie tego, że nie jestem w stanie zrobić tego, przejść tyle, ile miałem zamierzone. Петр говорит, что для него самое сложное это было принять, что может пройти только 30 километров, а не больше. Думал, что это будет гораздо легче. Ta lekcja, którą tam dostałem, że co powoduje odwodnienie w organizmie, no będę ją przekazywał kursantom
jako najważniejszą i co można zrobić, żeby po prostu przeżyć i wyjść z danej sytuacji całym i bez żadnego uszczerbku na zdrowiu. Петр вытянул большую лекцию с того, как функционирует организм, как не хватает воды, и будет стараться эту информацию передать своим ученикам, которых учит, и думает, что это наверняка поможет людям выживать в сложных условиях. Но тоже надо помнить, что сложные условия это такие, даже когда имеем 0 градусов, не должно быть сразу минус 60 градусов. В таких температурах тоже можно потерять много тепла. Теперь, может, я скажу, что для меня было самое сложное. Мы всегда говорили, что боимся в этом проекте, что нам будет слишком жарко. И так было. Как я устанавливал рекорд в температуре минус 100 градусов, через несколько часов я ехал вообще без рукавиц, чтобы потерять тепло. И здесь было похоже. Мне было слишком жарко, потому что эта активность физическая действовала так, что я имел высокий пульс, и это и что влияло на то, что я перегревался. Ведь мы должны постоянно бороться с теплом, а не с холодом. А, конечно, как человек вспотеет, так и быстро замерзает. Теперь, может, я передам микрофон медикам, и чтобы они сказали, что было для них в этих проектах самое сложное. Z naszej perspektywy największym wyzwaniem oczywiście było utrzymanie ciągłej łączności z chłopakami. Для нас самое сложное было иметь контакт с нами, чтобы этот контакт был и чтобы мы знали, что с нами творится. Mieć lokalizację. Чтобы определить, где мы находимся. Oczywiście bardzo dużym wyzwaniem z naszego punktu widzenia było to, o czym już Diana wspomniała, czyli utrzymanie odpowiedniej temperatury sprzętu. То же самое, такая большая проблема была, чтобы поддержать температуру целого оборудования, которое мы имели с собой, чтобы в крайних случаях нам помочь с Петром. Chodzi przede wszystkim o sprzęt elektroniczny, medyczny, ratowniczy. Chodzi o elektronikę, medycyńskie obорудование, które spасают жизнь. Oraz oczywiście o płyny infuzyjne i leki. И, конечно, всякие жидкости и лекарства, которые могут замерзнуть. Na przestrzeni kilku dni w czasie trwania tej próby, jadąc samochodem, w zasadzie cały czas musieliśmy dbać o temperaturę tego sprzętu i utrzymywać to wszystko w takiej ciepłocie, żeby można było podać ewentualnemu poszkodowanemu. В течение всего времени 4 суток мы очень обращали внимание, чтобы это оборудование было возможно употребить в каждом моменте, чтобы была температура, которая должна быть и лекарств, и оборудования, они все должны быть готовы для употребления. Например, инфузия, да? Например, вливание, например, w sosуды. Także to największe wyzwanie. Oczywiście kolejnym wyzwaniem było samo utrzymanie pełnej gotowości, czyli to, żeby za każdym razem, w każdym momencie zespół ratowniczy był gotowy do wyruszenia. Czyli żeby nie było sytuacji, w której zbyt długo trwałoby zebranie się zespołu, bo jesteśmy nieodpowiednio ubrani, bo coś jest nienaładowane itd., itd. Мы, как медики, должны были постоянно быть в такой готовности, чтобы, если будет проблема, сразу мы могли бы к нам приехать с Петром и нам помочь. Эта готовность, это было очень сложно, чтобы такой уровень держать в течение 4 суток. Z naszej strony chyba tyle. Это, может, еще Малгожата Кутыцкая скажет, что было для них с мужем самое сложное. Myślę, że Marcin powiedział wszystko, jeżeli chodzi o nasze problemy, zarówno ze sprzętem, jak i gotowością zespołu.
Я думаю, что мой коллега сказал все, что было самое сложное. Это в основном такая готовность, чтобы в каждый момент мы могли бы помочь. To jeszcze, co myśmy wyciągnęli z tego projektu, w sensie jakie mamy doświadczenia, jakie wnioski, bo to jest ważne. Тоже еще хотел бы сказать, что мы научились этого проекта, что мы будем могли передать и другим, какая это была школа для нас. Jako zespół ratowniczy to nie jest pierwsza tego typu realizacja, nie pierwszy raz działamy w warunkach bardzo mocno oddalonych od strefy komfortu. Мы как спасатели не первый раз встречаемся с такой ситуацией, где мы далеко от разных медпунктов. Это наша работа на каждый день. Ale pierwszy raz mamy kontakt z mrozami sięgającymi minus 60 stopni Celsjusza. To jest pierwszy taki kontakt. Do tej pory w wysokich górach nawet to te temperatury sięgały minus 30, minus 40. Но, конечно, это был первый контакт с такими низкими температурами. Температура минус 50, минус 60. Там, где мы работаем, эти температуры гораздо выше, bo my w основном работаем w горах. W związku z tym mamy sporo nowych przemyśleń, nowych wniosków związanych z zabezpieczeniem sprzętu i na pewno przekazując tą wiedzę dalej na treningach czy szkoleniach w Polsce, będziemy w stanie przygotować ratowników do takich działań dużo lepiej niż do tej pory. Конечно, для нас это была большая школа, и мы здесь много научились, и поэтому мы могли передать эти информации и то, что мы научились другим медикам и спасателям, чтобы иметь возможность помогать другим людям. Я хотел бы еще добавить, я как руководитель и координатор этого проекта наблюдал всю акцию. И для меня так очень сложный момент был, когда Валериан, когда наша группа медиков сказала, что Валериан пьет не 3 литра воды в сутку, только пятую часть этого, что невозможно размораживать воды своим телом. Я не знал, что может случиться в такой ситуации. И чуть-чуть волновался. Потом, когда оказалось, что надо отступить от этого нашего придумания, чтобы размораживать только властной теплотой организма, но я уже стал спокойным. И мы Валериану приносили жидкую воду, но если хотел бы сказать о Петре, он это делал, размораживал воду властным теплотой властного тела. И смотря на это, можно сказать, что цели нашего проекта в 50% мы достигли. Да. Ну, сейчас вот резюмирую, да, то, что сказал Вавшинец. Изначально был план такой, что у них было с собой 6 бутылочек там, емкостью по 0,5 литра, и
3 там, или 2 у них были под комбинезоном, то есть в тепле, и часть была в багажнике. И, естественно, та часть, которая была в багажнике, она замерзла. И план был такой, что они в последующем должны были топить это теплом своего тела. И вот, как сказала Вавженец, это не удалось, и потом мы воду подвозили уже, когда либо съемочная группа подъезжала, либо вот медики. Вот. Есть вопрос еще? Среднее ЧСС сколько было во время передвижения и во время максимального отдыха? Ночью, да? Восстанавливался или успеваете ночью? Извините, можно повторить еще раз? Не, пульс сколько был средний во время передвижения? Пульс? Пульс, ага. Какой был пульс? Ну, я, конечно, Во время езды, Так, конечно, я записывал свой пульс постоянно в течение 4 суток, но я должен его переиграть, потому что он у меня уже записан. А иногда, так как я смотрел, то у меня был пульс так в границах даже, как я подъезжал под горку, 130-135. Но надо помнить, что мой максимум тоже это 165, это очень низкий пульс. Не? А так в основном я думаю, что так около 100 в таких моментах, когда ехал по ровным. А почему исключили момент с костром, например, разведение костра и утоление жажды снегом, например? Ну, люди, собаки и олени здесь, например, жуют снег и так утоляют жажду. Ну, конечно, мы сначала думали, что будем топить воду из снега под курткой, потому что нам, можно сказать, было жалко времени на то, чтобы разводить костер, чтобы топить. Это несколько, надо было часов. Конечно, как был бы костер, то мы тоже могли бы обогреться, но наша идея была другая. Мы хотели показать, что мы в состоянии выжить в этих условиях, только используя температуру властного тела и возможности человеческого организма. Такой был замысел проекта. Jeszcze Piotr скажет. W sytuacji, kiedy człowiek znajdzie się samotnie i nie ma możliwości rozpalenia ognia, to musi sobie jakoś poradzić. Как и человек в крайних случаях найдется сам и не может разжечь огонь, он должен уметь справиться в этих условиях и выжить в какое-то время, пока не придет помощь. Człowiek bez wody prędzej czy później będzie się czuł coraz gorzej, spadnie mu jego wydolność, wydajność i jeżeli nie pozyska wody, to po prostu umrze prędzej czy później. Конечно, эта жидкость очень важная, потому что хватит несколько дней, и человек, который есть обезвоженный, быстро может, конечно, быть слабым, а потом даже умереть. Udało się w ciągu tych pierwszych 3 dni przełamać, jak gdyby to, że tego się najpierw nie dało, a potem znaleźć sposób, żeby to się udało. I to spowodowało też przełamanie motywacyjne, które spowodowało później dalej, że miałem siły na to, żeby iść. Я тоже хотел бы сказать, что Петр в течение 4 суток сам себе готовил воду. Конечно, этой воды было очень мало. Потом во вторых сутках он имел большой кризис, был очень слабый, шел очень медленно, так почти километр или 2 в час. Но когда ему удалось переломать этот момент, он почувствовал, что он может. И он стал сильнее. И он себе сказал, если я инструктор от выживания не в состоянии выжить в таких условиях, то что сказать, если идет о обыкновенных людей. И он не мог себе позволить на то, чтобы топить снег при костре или пользоваться водой из нашей команды. Можно сразу уточнить, да? Получается, у них путь от точки, откуда до куда они дошли, вот этот момент. Потом хочу спросить, где вот моржевали? Здесь, да, получается? Конечно. Мы выехали из Аймякона, потому что это то самое холодное место, и мы имели такое счастье, что было практически 60 градусов на минусе, а как Петр спал в первую ночь, он даже имел 64. Мы с Аймякона выехали, переехали до этой развилки, которая идет на Магадан. Это был самый холодный момент. Мне там заняло почти
Нет, 2 сутки. И потом мы переехали почти целый фрагмент этих гор Верхоянских. Я уже был там на вылете, уже мне не хватало, наверное, 50 километров, чтобы уже съехать с гор. Я уточню. Так, может, еще о моржевании. Конечно, мы каждый момент использовали, чтобы войти в воду. Мы моржевали 4 раза. 1 раз по дороге, там такое есть место, наверное, оно называется... Шаман-река. Шиман-река, там было первое моржевание. Потом в Оймяконе снова имели почти 60 градусов. И мы там, я вошел 2 раза, Петр 1, потому что он выжил. И там мы тоже учили моржевать одного якута с нашей команды, тоже вошел с нами. Потом был кореянец, тоже мы в первый раз помогли ему войти в воду, и тоже итальянец. И мы так и им показали, как должно выглядеть моржевание. Они вошли целым телом, с головой под воду. Потом мы были в Якутске и нашли местных моржей, и тоже с ними вошли в воду. Еще хочу уточнить, получается, что Петр не пил 4 дня воду? Как бы Да, он... 3 сутки. Очень мало пил. Так, не так, что вообще не пил, сколько był w состоянии сам изготовить. To było tak, że gdy wychodziłem z Oymyakonu, miałem przy sobie rozlokowane w butelkach przy ciele 2 litry wody. Как я выходил из Омякона, я имел около 2 литров воды при теле. Po godzinie czasu 3/4 z tego zamarzło całkowicie. По короткому времени, по часу, я почти 3/4 количества воды потерял, потому что она замерзла. Pomimo tego, że ta woda była przy ciele pomiędzy warstwami ubrań. Но эта вода была между одеждой, но она, однако, замерзла. Zostało tylko pół litra i te pół litra starczyło mi w zasadzie do końca, plus to, co udało mi się wytopić ze śniegu. В первую сутку я использовал пол-литра воды, а в остальные малое количество тоже не более чем пол-литра. Еще хочу уточнить, он ночевал прямо на земле, там сколько часов он спал? Мы с Петром ночевали под голым небом, мы даже не имели палаток, мы имели только спальные мешки. Как мы видели на фильме, в первую ночь первый мешок сломался, потому что замок лопнул. И мы имели такие спальные мешки, которые предназначены для ночевания в температурах минус 30 градусов, а мы имели минус 60. Сколько мы спали? Сложно сказать, что это был сон, потому что в таких условиях трудно себе выгодно спать, и глубоким сном это был такой очень легкий. Но мы спали, так можно сказать, от 3 до 6 часов, такой период. Warto zaznaczyć, że temperatura w śpiworze była -2, kiedy oddychaliśmy na zewnątrz, a gdy oddychaliśmy do środka, była około +2, +3. В спальниках, как мы дышали наружу спальника, мы имели минусовые температуры, даже -2, даже в спальнике мы не могли растопить воду, а как мы дышали внутрь спальника, так имели около +2 градуса. To też pokazuje bardzo duże przygotowanie fizyczne do tego typu temperatur, natomiast to nie były zakresy temperatur, w których mogliśmy roztopić wodę. Но это показывает о нашей подготовке к этому проекту, потому что мы много тренировались, и наш организм так функционирует, что изготовляет много тепла, потому что мы имеем такие специальные подготовочные тренинги. И Петр ел снег. Вот как вы задали вопрос. Не, но Петр ел снег. Был такой момент, что он так хотел пить, он наелся снега. Конечно, снег — это вода дистиллированная, потом он съел таблетку, которая минерализирует эту воду, вместо того, чтобы бросить воду, и потом снегом снова закусил. Такой вопрос. Меня зовут Михаил Мясников. Ребятам помогали, да? Такой вопрос интересует по экипировке. Вы в этой экспедиции какое-то новшество было по теме утеплителя, материалов по одежде, да? И оправдала ли одежда, которую вы выбрали, и
В следующий раз, если такой же повтор был, вы бы поменяли эту одежду или нет? Оставили таким же? Спасибо. Может, сначала я хотел бы вам, Махила, поблагодарить за то, что вы нас провезли до Аймекона и обратно, и мы чувствовали очень хорошо, будучи вместе с вами. Если ходит на нашу эквипировку, мы имели разные варианты. Петр имел такой вариант тоже, так, сейчас Петр расскажет. Как я говорил, на себе я имел одну одежду термическую и другую куртку пуховую. Но, конечно, после нескольких суток пух начал набирать влажность, и потом такой пух начал замерзать. Как я шел спать, я пуховик оставлял наружу, и с утра это было как сброя, сложно было даже надеть. Или мы что-нибудь поменяли. Кажется, что я поменял бы тоже ботинки, которые я имел, потому что имею ботинки, которые предназначены для минус 30 градусов. Теперь я бы купил бы такие же ботинки, только 2 размера выше, а внутрь ботинка вставил бы такой ботинок унта якутскую. Więc помешал бы 2 ботинки. И этот ботинок, который имеет даже на себя, он тоже предназначен, чтобы его пристегивать к педалям. И чтобы я имел бы такую возможность, конечно, тогда мне было бы ехать гораздо легче и проехал бы больше. Что до рукавиц, там оставили бы так, как есть, что хоть о шапке тоже, но... Или поменял бы пуховик, сложно сказать, потому что мы по дороге встретили испанца, и я приглядывался, как он одет. Он был одет целком по-другому. Он имел много разных одежд, около 5 штук на себе. Więc надо будет еще проанализировать, или та одежда, которую имели, она была оптимум, или что-нибудь поменять. W moim przypadku połowa czasu spędzona w mrozie to był czas spędzony w ubraniach absolutnie do tego niedostosowanych. To były, można powiedzieć, że to były ubrania na minus 30 stopni. Половина времени, которого я провел на морозе в одежде, которая была предназначена для температур максимум минус 30 градусов. Ubrania, które dostaliśmy od firmy Helicontex, to są ubrania typowo outdoorowe, górskie, wykorzystywane w Europie, niedostosowane do takich temperatur. Эту одежду мы получили из фирмы Helicontex и предназначена для путешествия и пребывания в лесу. И в климате европейском, конечно, там таких температур нет. Natomiast one całkowicie wystarczyły podczas aktywności fizycznej, podczas marszu. Problem zaczynał się wtedy, kiedy ta aktywność fizyczna ustawała, no bo wtedy człowiek zaczynał się wychładzać. Ну, конечно, эта одежда была хорошая, когда я шел пешком и была физическая активность, но проблемы начинались, когда я уже приходил в место ночевки и не двигался, но тогда было холодновато. Dlatego na saniach posiadałem kombinezon puchowy jako awaryjne zabezpieczenie, tak że gdyby zrobiło mi się bardzo zimno, to wtedy miałem szansę ubrać go na siebie. И поэтому на санях имел тоже комбинезон пуховой из пуха гусиного, и его мог употребить в моментах, когда был бы большой кризис, и мне было бы слишком холодно в этих условиях. Можно еще уточнить, да? А вам, наверное, предлагали одежду из меха, там, якутскую какую-то, да? Надо тоже помнить, что одежда должна быть легкая. Но, конечно, можно одеть на себе шкуру разных зверей, но в такой одежде сложно было бы идти, а не представляю, чтобы ехать на велосипеде. И поэтому мы выбрали такую одежду, которую мы имели на себе. Я хотел бы спросить вас, ваши советы тем людям, которые, не дай бог, попадут именно в такие условия. И прежде всего, как начинается как начинается холод, как вы сейчас повстречались с холодом самим, и вот какие части тела начинают прежде всего, в первую очередь, мерзнуть? Это немного так... Да, и
И может есть какие-то тренировки секретные какие-то, как все-таки уберечься нам от холода всем. Это так странно выглядит, чтобы мы из Польши вам советовали, как жить в таких условиях. Но может мы попробуем, может покажем, как мы это делаем. Надо быть подготовленным. Как мы едем в машине, например, в таких условиях, надо быть подготовленным, что машина испортится. Я готов. Я в машине имею теплую одежду, я имею еду, я имею возможности подогреть и выжить, например, несколько дней. Конечно, если мы в машине едем в майке и думаем, что ничего не случится, это уже не такой подход, какой должен быть. А как подготовиться? Конечно, эта физическая подготовка очень важная, потому что физически здоровый человек может гораздо больше. Конечно, если человек больной, слабый, в таких условиях быстрее замерзнет, это ясно, не? Физическая подготовка, когда мы имеем какое-то количество мышечной ткани, также и жировой ткани. Потому что если кто-нибудь слишком худой, тоже быстрее замерзнет. И поэтому я, когда сюда приезжал, я набрал веса, по крайней мере, 10 килограмм, и у меня теперь, например, 20% жировой клетки. Это такая физическая подготовка. И тоже можно организм подготовить, чтобы он более выносил такие температуры, если будет холод, чтобы начал сам изготавливать тепло. Но мы так подготавливаемся через моржевание. Когда мы живем в таких условиях, что постоянно тепло, дома имеем тепло, на работе тепло, быстро пробегаем по улице в машину, там тепло, и мы не имеем такого контакта. И потом мы удивляемся, что наш организм плохо реагирует на такие условия другие, потому что он уже ничего не должен. Организм имеет такой потенциал, мы показываем, что мы можем спать даже в снегу, и это возможно. Только это надо активировать, как мы говорим. Но это физическая подготовка такая специалистическая, чтобы организм был подготовлен. Так как мы, например, живем на каждый день, нас удивляет, что якутяне дома имеют 25-30 градусов жары. Это для нас ужасно, мы не можем в таких условиях жить. Я у себя в комнате, как я сплю, имею 15 градусов, а как мне жарко, я иду на балкон спать, несмотря какая температура. И в спальнике это нам хватает. Потом еще, конечно, чтобы иметь хорошую одежду. В основном это ноги, это руки, это шапка и клетка. Это часть. Где начинает мерзнуть? Я всегда говорю, если нам холодно в ноги или в руки, это не обозначает, что мы имеем не такие ботинки или слабые рукавицы. Это не всегда так обозначает. Потому что наш организм через руки и ноги нам передает какую-то информацию. Организм нам говорит, я имею проблему, помоги мне. И может оказаться, что надо одеть одежду себе здесь побольше, и нам будет тепло в руки. А это отношусь к тому, как я ехал на велосипеде в температуру минус 100 градусов без рукавиц. Несколько часов. Но можно сказать, что можно отморозить руки. Так это выглядит. И мы всегда говорим, что со своим организмом надо не сопротивляться с ним, кто умнее, потому что современный человек, он кажется, что он такой умный, он организма не будет слушать. А его надо слушать и вместе с организмом навязать такой контакт, чтобы его понимать, что он хочет нам сказать. Он нам что-то говорит, мы ему помогаем, и так мы с организмом своим функционируем как друг с другом. И мы понимаем. И тогда можем сделать больше wместе. Z mojego punktu widzenia wygląda to troszkę inaczej. Nie róbcie tego, jeżeli nie jesteście przygotowani, bo nasza survivalowa dewiza brzmi następująco. Człowiekowi przygotowanemu nigdy się nic nie wydarzy. Ja na swoich saniach miałem w zasadzie zdwojone, strojone systemy, żeby wdrożyć procedurę ratunkową, niezależnie od tego, co się wydarzy. Natomiast dopóki nie musiałem z nich korzystać, to uznałem, że po prostu podejmuję walkę. Петр говорит, что если мы не подготовлены, то лучше не иметь такой контакт с холодом, потому что он имеет только другой подход. И он говорит, что если человек очень хорошо подготовлен, то в основном с ним ничего не творится. Он подготовлен.
В основном проблемы имеют те люди, которые не подготовлены. Петр говорил, что он имел на санях несколько вариантов и одежды, и еды. Он был подготовлен на все возможности. Но на это говорит, что не обязательно было, потому что как человек подготовлен, ему, конечно, надо очень мало, но потому что он в состоянии себе в разных условиях помочь. Здравствуйте, меня зовут Гаврил Скрябин. У меня есть 5 вопросов. Первый вопрос. Когда вы уезжаете из Якутска, и будут ли у вас встречи со студентами здесь, в Якутске? А может мы так сразу будем отвечать, потому что мы не запомним 5 вопросов. Да. Мы вылетаем 8 уже с утра. Завтра мы выезжаем еще с Михаилом на экскурсию. Нет у нас встречи со студентами, потому что мне кажется, что слишком мало времени уже осталось. Но, наверное, все ответил, да? Так, будете ли вы или вы готовы ли вы выпустить печатное издание по запросу какого-нибудь якутского госучреждения, госоргана, да? Ну, там министерства какого-нибудь, департамента, печатное издание, сборник рекомендаций для туристов по поездке по Якутии в зимнее время? Ну, конечно, если будет такой запрос в нашу сторону, мне кажется, что мы можем что-то такое приготовить. И можно прислать к нам на e-mail такой запрос и посмотрим, как это выглядит. И мне кажется, что мы в состоянии что-то такое подготовить. Просто дело в том, что к нам с каждым годом все больше прибывает туристов, которые в зимнее время едут на полюс холода, на велосипедах, на мотоциклах, там, на машине. И очень были случаи сильного обморожения, попадали в больницы даже. Ну, конечно, у нас такой подставовый девиз, чтобы не повредить своему организму. Поэтому мы имеем все пальцы и здоровые, и с нами ничего не делается. И вы должны тоже еще считать, что этих туристов будет с каждым годом больше. Но и с каждым годом больше, и с каждым годом менее подготовленных. No jeszcze Piotr, хочешь что-то сказать? Przede wszystkim ciężko jest nauczyć kogoś myślenia. To jest bardzo ciężkie i bardzo trudne. Piotr говорит, что самое сложное научить человека думать. Jak pewnie Państwo zauważyliście, mamy ze sobą bardzo profesjonalną ekipę ratowników medycznych, bowiem nie możemy sobie pozwolić na to, żeby mieć odmrożenia i wrócić do Polski po prostu z połową ręki czy bez palców. To jest po prostu głupie. Но, как видите, мы очень хорошо подготовлены, имеем хороших медиков, потому что мы не можем себе позволить, чтобы приехать в Европу, в Польшу без пальцев. Это было бы, даже сложно мне сказать, это несерьезно. Но как это... Więc jeżeli ktoś przyjeżdża do takiego miejsca, jakim jest piękna Jakucja, podejmuje niepotrzebnie ryzyko, no to jak gdyby sam jest sobie winien. To my z tym nic nie możemy zrobić, nic nie możemy poradzić komuś na to, że po prostu nie używa tego, co ma pod czaszką. Но Петр говорит, что если кто-нибудь приезжает неподготовленным и рискует, но это его проблема, но потому что он не в состоянии логично думать. А такой мой совет, как кто-нибудь приезжает, в Якутске имеются морожи, сразу его в прорубь надо вложить, и он все вот сразу почувствует, как холод действует, и как он увидит, что в течение минуты он может потерять все пальцы, он начнет думать. А если нет, ну пусть идет обратно. Так, вопрос третий. Если не секрет, конечно, имеются ли у вас договоренности с какими-то международными российскими медиа средствами о
размещения информации об этой экспедиции. Например, там National Geographic там, или еще какой-нибудь. Мы не имеем таких договоренностей, которые нас как это сказать, обязывают к какому одному изданию. Мы открыты, можем тоже навязать между собой. Хорошо. Так, 4-й вопрос. Вот у вас очень красивые, хорошие фотографии, которые не каждый может сделать. И в то же время не каждый может использовать в своих целях вот эти вот фотографии, например. Будете ли вы размещать фотографии на фотостоках, фотобанках? Ну, конечно, мы имели очень хорошего фотографа из Москвы, поэтому такие красивые фотографии. И все фотографии, которые мы имеем на своих сайтах, на Фейсбуке, можно использовать. Ну, конечно, надо только подписать, откуда они. Но мы думаем, что то, что мы имеем уже показанное, можно использовать. Но, конечно, мы имеем большую еще базу. Но это все можно договорить еще. И вот 5-й вопрос, это имеется ли сайт вот этого проекта на русском языке, или будете ли создавать этот сайт? Но, к сожалению, нету на русском языке, но, конечно, его можно сделать, но как всегда, нам не хватает времени, потому что хорошо было бы сделать на русском языке, потом на английском. Я родился в Вильнюсе, так и на литовском сделать, но это слишком много работы. Ну, может, как бы недолго сделаем, но потому что у нас там много проектов, которых хотим еще реализовать. Ну и, как говорю, не хватает нам времени, чтобы иметь на разных языках. Тогда еще 6-й вопрос. Планируете ли еще приехать? Будет ли подобный проект с вашим участием? Да, думаем приехать еще к вам, потому что мы уже первый раз, когда мы были 3 года тому назад, влюбились в Якутию. Нам все понравилось, мы чувствовали себя очень хорошо, поэтому подготовили следующий проект, этот проект, который мы сегодня окончаем. И планируем, что приедем еще в Якутию, не знаю, летом или зимой. Я думаю, что летом, конечно, надо приехать к вам, чтобы посмотреть, как выглядит лето в Якутии. Да? Вот просьба заранее анонсировать экспедицию, чтобы мы тоже тут какие-то, возможно, совместные какие-то мероприятия провели. Все, спасибо большое. Спасибо. Изучали ли вы опыт Павла Конюхова? Он в 90-х годах в Ямаконе великий ездил, да? Знаете, наверное, да? И вообще Полкевич тоже в Ямаконе, по-моему, был, да, в 89-м каком-то году. И вообще всех поляков по той или иной причине бывавших в Ямаконе. А фамилию забыл, конечно, одного. Не по своей воле побывавших, в лагерях-то. Ну, конечно, здесь в Якутии имеется очень большой след поляков. И это мы чувствуем, как относятся тоже якутяне к нам, как к полякам. Они относятся очень хорошо. Перед тем, как мы сюда приехали, мы хотели как наибольше узнать, и мы читали разные книги, такие Яцка Полкевича, который был, наверное, в 89 году. Мы несколько раз прочитали эту книгу, чтобы больше узнать, как холод, мороз действует на человеческий организм. Он там очень хорошо написал, как человек начинает замерзать, как себя чувствует, как организм реагирует. Это нам было очень важно, чтобы что-то такое не встретилось с нами. Ну и на основании этой книги тоже мы в Польше делали разные тесты,
эксперименты. Например, я с Петром, мы провели в холодной воде, которая имела 2 градуса, даже и 1,5 часа. Мы хотели узнать, где эта граница есть, которую мы не должны перейти. Но Венс такие эксперименты делали. Ну, конечно, эти книги очень ценные, и много мы с них научились. Ну, давайте завершать нашу пресс-конференцию. И я задам вот последний вопрос. Насколько интересны подобные проекты, связанные с Якутией в Польше? Но, конечно, как мы сюда приезжаем в Якутию, целая Польша и часть Европы следит, что мы здесь делаем. Тоже надо помнить, что мне кажется, что люди слишком мало знают про Якутию. Но перед тем, как мы сюда приехали в 2017 году, я знал, что Якутия далеко и там холодно. Но и такую имел информацию. Теперь это и меняется, как видим, какие имеем фотографии, потом мы покажем в Польшу, как выглядит Якутия на этих фотографиях. Тоже мы подготовим фильм. И мне кажется, что с каждым годом этих туристов будет больше, потому что они узнают эту Якутию с другой стороны. И как я вижу, что Якутия имеет потенциал под тем, чтобы стянуть туристов, потому что это очень красивая природа. Конечно, мы были только зимой, но, как я уже говорил в этом фильме, как я ехал, и был очень усталый, и видел перед собой горку, и мне было всегда так интересно, что находится за этой горкой. Как въехал, я был удивлен, что так красиво, и так каждая горка представляла мне другой образ, и поэтому, наверное, мне удалось проехать такую дистанцию. Имеете очень красивую природу, и мне кажется, что туристов должно приезжать гораздо больше. Все, спасибо большое за внимание. Zapraszamy